Работа перевода тувинских газет со старомонгольского языка выполнена. Как отмечают переводчики, которые работали днями и ночами, было достаточно тяжело. Для начала, чтобы перевести газету на русский язык, нужно было перевести текст на тувинский. Со старомонгольского на тувинский язык переводила Аяна Самдан, а с тувинского на русский язык Карина Мангуш. Председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова лично передала готовый перевод газеты в руки директору Национального архива Белекме Мунге. Вот так это выглядит в печатном виде. Здесь 102 страницы. И в электронном виде для того, чтобы проще было размещать на интернет-ресурсах. Спасибо вам. Спасибо вам огромное за помощь, за поддержку. Вот эти материалы, давайте их размещать. Пусть все ознакомятся с историей Тувинской Народной Республики. Однако в проекте не только перевод газеты старомонгольского на русский, но Союз журналистов Тувы хотел сделать еще доступным материалы произведения «Повесть жестоких лет этнического тувинца» заслуженного писателя Тувы, проживающего в Монголии Чинангина Галсана. Эта книга уже вышла в Туве на тувинском языке. Николай Кулар, главный редактор тувинского книжного издательства, сделал подсрочный перевод с тувинского на русский. В рамках проекта передали литературный перевод тувинскому книжному издательству для дальнейшей публикации этого произведения. Наш уважаемый Галсан, издавайте, пожалуйста, пусть это будет доступно всем. Повесть впервые была издана на монгольском языке в далеком 1984 году. И с этим произведением он стал очень известным в Монголии писателем. Потом эта повесть «Жестоких лет» была переведена на немецкий язык, потом же на русский. Поскольку этот русский перевод был очень узкий, пришлось нам его переводить на тувинский язык. Уже с тувинского я сделал подсрочный перевод на русский язык, а художественный перевод уже сделала Инна Павловна Принцева. И, наверное, надеюсь, что мы в скором времени издадим на русском языке. Но вот это вот тувинский вариант, вышедший в прошлом году. Одним из главных переводчиков стала Аяна Самдан. Газету переводила со старомонгольского языка на тувинский. Осуществляла подсрочный перевод текста и 5 номеров газеты «Правда» оннен на монгольском языке, которая выходила в 30-е годы. Я планировала очень быстро сделать, но у меня больше 4 месяцев ушло на перевод, и более 100 страниц получилось. То есть это ежедневный труд. Я с утра садилась и только вечером вставала, и то прошло больше 4 месяцев. Читается сверху вниз, слева направо. Да. Это такое монгольское письмо. Работа действительно сложная, когда на листе бумаги сплошной текст и ни одного знака препинания. Действительно, когда на русский язык начала переводить, там просто набор слов. 2 листа, и вряд ли кто-то мог понять. Я попросила Яну Наиловну, пожалуйста, говорю, если хотя бы там абзацами разделите, хотя бы там точки предложения разделите, да, чтобы понять. И получается, что это очень-очень такая вот тяжелая работа была, а с другой стороны очень интересная работа была. Я бы хотела отметить, что роль газеты «Шин» в истории Тувы здесь вот мы поняли, когда переводили, очень огромная. В Национальном архиве Республики Тува сейчас на хранении находится 43 подшивок газет периода Тувинской Народной Республики. Среди всех архивов Сибирского федерального округа, как отмечает директор Национального архива, есть чем гордиться, так как только в нашем архиве хранятся столь редкие и бесценные газеты. Это газеты тувинского народа, которые начали издаваться именно Тува Ардын-Үнмен, это «Правда тувинского арата». Она начала издаваться с 30-х годов и издавалась тиражом 1000 экземпляров. Выходила она 1 раз в 2 недели и была очень востребована. Сейчас Национальный архив очень рад, что их совместное сотрудничество с Союзом журналистов Тувы благодаря фонду президентских грантов получило возможность оцифровать газеты и сделать перевод. На самом деле перевод
перевод со старомонгольского языка – это очень сложный процесс. И у нас в республике таких специалистов осталось только около 3 человек. И в будущем это нам очень необходимо воспитать уже новых молодых специалистов, так как архив у нас располагает около 3000 единиц дел на старомонгольском языке. И все это нам надо переводить и для общего доступа уже давать населению доступ к нашим архивным документам. Также уникальные архивные материалы станут доступны в сети интернет для широкой аудитории и, возможно, даст старт новым научным исследованиям. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, Тува 24.